В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик-Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первая победа. 25 лет назад был освобожден город Гагра. Уже 5 золотых медалей. Успехи абхазских производителей на золотой осени. Россия поможет Абхазии в борьбе с клопом. Договоренности Минсельхоза в Москве. Сегодня исполнилось 25 лет со дня освобождения города Гагры и Гагарского района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагарского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Гагарский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно Гагарская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. О первой победе абхазской армии в материале Елены Лолуа. 48 дней Гагарский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагарская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагарской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием. У остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевать за нашу землю. До последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли Гагру через час возьмем. Уже прошли. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера вечером. К ночи сильно усилился. Стали выходить представители грузинской гвардии, выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек. С абхазской стороны на Гагарском фронте погибли 108 человек, из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделением Хидриони и Т-3 Арциви. После Гагарской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба.
Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После Гагрского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. Елена Лолуа, Абхазское телевидение. Сегодня в Гагре прошли праздничные мероприятия, посвященные 25-й годовщине освобождения города и района от грузинских оккупантов. Традиционно мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу славы и памятнику первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба. В церемонии принял участие президент Рауль Хаджимба. Затем на Гагрском стадионе прошли праздничное представление и концерт. Президент Рауль Хаджимба обратился с поздравительной речью по случаю 25-й годовщины освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, как вам известно, у нас немало знаменательных дат, связанных с главными периодами и этапами Отечественной войны народа Абхазии. Но среди них важное и достойное место занимает День освобождения Гагры и Гагрского района, потому что успешно проведенная в 1992 году Гагрская наступательная операция проложила путь к окончательному изгнанию грузинских агрессоров с территории Республики Абхазия. Эта победа воодушевила наш народ, нашу армию на дальнейшие решительные шаги, помогла мобилизоваться внутренне, обрести боевой опыт профессионального ведения контактных боев. Она имела не только военное, но и морально-политическое значение, потому что было разорвано кольцо блокады. И это давало возможность решать важные, жизненно необходимые вопросы. Глубоко и всесторонне продуманный план освобождения стратегически важного для всей республики Гагрского района был утвержден председателем Государственного комитета обороны, главнокомандующим Вооруженных сил Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба, в соответствии с которым наши прославленные полководцы Султан Асланбекович Сосналиев, Сергей Платонович Двар, известный воин и командир Мухаммед Садбеевич Килба, ими были поставлены конкретные задачи перед всеми командирами и подразделениями. Четко определена тактика их взаимодействия. В Гагрской операции, начатой 1 октября и завершенной 6 октября, ярко проявились высокий боевой дух, сплоченность наших бойцов, согласованность и отлаженность действий наших полевых командиров. Огромную роль сыграли в освобождении Гагры добровольцы с Северного Кавказа и Юга России, представители нашей зарубежной абхазской диаспоры. В этой тщательно подготовленной наступательной операции нашим боевым подразделениям противостояли свыше 4000 бойцов грузинской армии, которых поддерживали 40 единиц бронетехники, артиллерии, авиация. Однако многократно превосходящие силы противника не устояли перед мощным натиском и самоотверженностью славных защитников нашего Отечества. Враг бежал в панике, бросив технику и вооружение. Сегодня мы отмечаем 25-летие освобождения Гагры, как всенародный праздник. За это время заметно преобразился, залечиваются раны, нанесенные войной. Город уверенно входит в мирное созидательное русло. В эти праздничные дни мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память героям, положившим свои жизни на алтарь священной победы. Огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания, горечь тяжелых утрат, тягот и лишений. Дорогие гагрцы, сердечно поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, благополучия, мирного и ясного неба. Нагзарак взайд, хапсадгил абсентула. Нагзарак взайд, абстаменткарра, ахепшимра. В
Время получать награды. На российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подводят первые итоги. Пока по номинациям. Их в этом году у дегустационной комиссии было 15, у конкурсной 14. 5 абхазских производителей представили свою продукцию на суд жюри. Золото присудили всем. Министерство сельского хозяйства России признало мед натуральный каштановый торговой марки «Абхазский мед», фейхоа протертая с сахаром торговой марки «Дары Абхазии» индивидуального предпринимателя Эльдара Шохина, аджику абхазскую классическую «Амца» предприятие «Абхазпродукт» и соусы «Асацбал» из красной и зеленой алычи классической индивидуального предпринимателя Камилы Квициния, которые получили 2 золотые награды самыми лучшими из представленных на выставке. Результат, который нас устраивает, очевидно то, что абхазская сельхозпродукция является продуктом высшего качества. Наша задача – нарастить производственные мощности, чтобы активность наших производителей, в том числе и в конкурсных программах, была как можно больше. Мы довольны. В рамках 19-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» состоялась гастрономическая выставка «Россия. Истинный вкус натурального». В шоу принимают участие звезды российской и мировой кулинарии, такие как обладатель 2 звезд Мишлен Янник ван Айкен, обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиняк и другие. Многие из них впервые использовали при создании своих блюд такие продукты, как камчатский краб, чувашскую полбу, адыгейский сыр, вологодское масло, бурятские кедровые орехи и другие. Особого внимания удостоились наши Асацбал и Аджика. Нисфа Аршба пообщалась с именитыми поварами и раскрыла некоторые их секреты. Когда-нибудь раньше слышал про аджик? ¿Has oído hablar de ajica? No, nunca. Никогда. No, en Italia no. В Италии нету такого. Большой сюрприз для участников и гостей агропромышленного форума подготовил наш соотечественник Эмиль Цкуя, который собрал на этой площадке известных поваров Мишлен. Здесь, в этом павильоне, они, конечно же, будут готовить. Зачистили кочерышку, скажем так, замариновали в мясных специях, пожарили и дальше сделали пасту из тархуна и добавили также мясные специи внутрь. И мы покрываем чуть-чуть, да, сверху. Потом мы сервируем грильяж из орехов и крема из лука. Есть какие-то свои предпочтения вкусовые, можете добавить какую-нибудь специю, свою личную, да? Кто-то добавляет тархун, кто-то добавляет кинзу и так далее. То есть много разных действительно историй, которые могут усилить вкус блюда. История звезд Мишлен очень интересная и начинается с того, что один из основателей компании в 1900 году издал путеводитель для автомобилистов. Обычный список заведений, в которых можно было починить машину, вкусно перекусить или переночевать. Такой своеобразный гид для путешественников. Так было 20 лет. Справочник пополнялся новыми данными и стал самым популярным. Позже появилась классификация ресторанов и звезды. Одна – очень хороший ресторан. 2 – ради этого места можно отклониться от маршрута. 3 – здесь настолько отличная кухня, что ради нее можно посетить страну. Сказать, что кто-то готовит лучше или кто-то хуже, ну, это на каждый вкус, на каждое блюдо есть свой потребитель. Для того, кто, скажем, наоборот, любит какие-то новые, что-то такое интересное, какие-то экспромты и так далее, они наоборот, они с большим удовольствием едят, и в принципе я считаю, что пробовать надо. Я, например, собираюсь завтра в Ачу-Чачу отвезти, показать им не только российскую кухню, а вот кухню Кавказа. Я думаю, что им тоже это интересно, потому что им надо попробовать, потому что такое мамалыга знает определенно маленький круг. А для того, чтобы показать этим мэтрам, что есть еще такая кухня, почему бы нет? Для этого мы их и привозим сюда. И хорошо, что в Москве есть абхазские рестораны, в которые можно привезти таких мировых шефов. Высокая кухня от звездных поваров Мишлен. Это дорогого стоит. Обратите внимание, при изготовлении они используют асацбал и наши приправы. За 3 дня шеф-повара Мишлен угостят посетителей аграрного форума десятками блюд. Все они, безусловно, приготовлены первоклассно и оригинально. Нам повара пообещали, что увезут абхазские соусы и приправу к себе в ресторан и непременно приготовят блюда с их добавлением. Нисфа Аршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение, Москва.
Россия поможет Абхазии в борьбе с мраморным клопом, уничтожающим сельхозпродукцию в республике. Такой договоренности удалось достичь в ходе личной беседы министра сельского хозяйства Даура Тарба и заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. Минсельхоз России в ближайшее время отправит в нашу страну комиссию, которая изучит ситуацию с мраморным клопом. Бедствие принимает серьезные и угрожающие масштабы. Необходимо подключать все возможности и ресурсы, чтобы избавить страну от этого вредоносного насекомого, отметил министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, общаясь с российскими коллегами. Имеем серьезную проблему в борьбе с нашими насекомыми, в частности мраморным клопом. Они внимательно меня выслушали. На самом деле я объяснил, что это нашествие приобретает такой характер очень опасный для всего агропромышленного сектора. В принципе, по всем видам культуры нанесен сегодня уже республике серьезный ущерб. И если мы буквально какие-то быстрые шаги не предпримем, даже в цитрусовый сезон мы можем потерять. В связи с этим дано было обещание, что комиссия должна приедет из Министерства сельского хозяйства России к нам на днях, и они на месте хотят все это увидеть, посмотреть и тоже оказать возможную помощь. Завтра, 7 октября, 19-я международная агропромышленная выставка «Золотая осень» завершает свою работу. Возьмет ли Абхазия в 7-й раз гран-при, узнаем завтра. Министерство по налогам и сборам Абхазии проводит работу по замене бланков идентификационного номера налогоплательщика ИНН, переучет физических и юридических лиц. О том, как идет процесс, представители МНС рассказали сегодня журналистам в мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазии». Репортаж на Алыковы. В соответствии с постановлением Кабинета министров Абхазии, Министерство по налогам и сборам продолжает работу по замене бланков идентификационного номера налогоплательщика. Вместе с тем специалисты с сожалением констатируют тот факт, что активности среди предпринимателей не наблюдается. Хотелось бы обратиться ко всем предпринимателям, чтобы пришли и, не оттягивая до последних дней, встать на учет, произвести переучет. Технически это несложно, то есть нужно просто прийти с минимальным пакетом документов. Между тем, работа по замене ИНН в Абхазии необходима для составления полного реестра налогоплательщиков в республике. На сегодняшний день налоговая не может дать внятный и точный ответ относительно того, сколько юридических лиц и сколько физических лиц. У нас очень много юридических лиц, которые зарегистрированы, не сдают отчетность, есть ли они вообще на самом деле, есть ли те же индивидуальные предприниматели, находятся ли в Абхазии, то есть продолжают ли они осуществлять деятельность, для того, чтобы мы более полную информацию об этом во всем располагали. По мнению начальника управления информатизации при Министерстве по налогам и сборам Тимура Кубрава, одной из причин необходимости замены бланков ИНН является то, что сама структура ИНН претерпела изменения. Семизначный был раньше ИНН, сейчас стал восьмизначным. Да уже привязка идет, нет, раньше в ИНН было территориальное отделение, мы видели с ИНН. Теперь в нем видим мы только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, можем понять. Добавилась возможность шестизначный порядковый номер. Раньше он был четырехзначный. Это говорит о том, что мы можем зарегистрировать больше просто налогоплательщиков. Работа по замене бланков идентификационного номера налогоплательщика продлится до 30 ноября текущего года. При этом государственная пошлина за замену ИНН не взимается. На Алыкове. Астамур Гошба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ночью будет облачно, днем преимущественно ясная теплая погода. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28 градусов. Температура морской воды плюс 22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.